Доставка прибыла с Вальберс, доктор Альберт Вальберстан, Эверт ашып үлгірмей, потому что что мы замутили ремонт в доме, будем менять шторы, люстры и стены. Короче, вот люстры прибыли, доктор. Все люстры в доме мы решили поменять по совету дизайнера. Ошундай люстра, ошундай люстра, ошундай люстра была сак. О, наконец-то, доктор, у меня теперь есть нитки, прикиньте, и ножницы, прикиньте, и иголки. Үйде бір иголка қалмаған, бір нитка қалмаған. Представляете мы, сколько лет вот живем, и я ни разу ни нитки, ни иголки не покупала, потому что я ничего не шью и не зашиваю. Тишельға таштайын болам. Носки не стопаю. Алаберға, үйде ремонт бітәк. Шунан уже после Нового года, наверное, квартиралы баштайбыз. Квартирала мен уже айттым, у нас черновая отделка. Очень много там денег надо на ремонт, доктор. Поэтому мы пока не начинаем, копим деньги на этот ремонт. Материалы сейчас дорогие. Могли бы, конечно, взять и обшить вагонкой, как здесь все. И бізге вообще надоела эта вагонка стены. Вначале нам нравилось, но сейчас хотим что-нибудь хоть поменять, потому что мы вот сколько домов строили, да, и во всех, абсолютно во всех домах мы делали вагонку. Подустали от вагонки. И поэтому мы решили в некоторых стенах добавить изюминку и поставить фресками типа такого инда. Вот я какой жирный аш приготовила, доктор. Это самый любимый аш для нашей семьи. Морковка, картошка, лапша, короче. Опять! Ну что за фигня, бляха-муха? Нет, баяғына юылдып, весь неткем. Бұта футболкалар жылайынды. Мазали опять жир. Пис. Пис кейімі бітті. Жирный бульондарман. Әрем болады. Мен думала, құрықты әбиелімен баймақ яғындырған шайдардың. Курон даже в Казахстане есть, мам. Да? А я думала, құрыт придумали әбиелілдер. Конечно, ага. На самом деле, курутты придумали әбиелилде. И потом он распространился и даже дошел до Казахстана. Да, конечно. А ты? У них это курт называется. Ну вот, казахтар украли наше национальное блюдо. И беш бармақты, между прочим, тоже казахтар украли у нас. И сделали своим национальным блюдом. Это было вообще наше национальное блюдо. Может, они еще наш язык украли и под свой переделали, да? Может быть и такое. Ну, потому что древний халық болғанда. Древней, чем казахтар, башқұрттар болғандар. Древний халық. Алар ана пещерала яшагандар. Дурьян районында который. Как называется пещера? Шульганташ ма? Шульганташта жили. Между прочим, анда үш этажды пещера. Шунда яшагандар. Это самая древняя цивилизация болған анда. Итті хақлағандар пещерала. Да, египтяндардан даже алда. Это была цивилизация башқұрттардікі. Нет. Первый возникший цивилизации ты. И странно времена, я думала, что ты. Как, по-твоему, могла первые здесь возникнуть Самый первый цивилизация? Египет. Они возникли в самой первой цивилизации в Африке, потому что в Африке было тепло, поэтому они там жили. И вообще башқұрттар көзді қарсасты болғандар. Шуның со временем құяшны қырдырғанда алар қарая баштағандар. Болмаған олай. Тыңдамайын аларды Галия. Болған шулай, болған точно, дұрыс айтан Галия. Мы вас не знаем вообще. Сіз историяны білмейсіз просто. А біз Галия менен настоящий историктарда оқынығыз. Әбиелі историктарында оқынығыз. К моей тете, родной сестре моей мамы. Тут
давно к ним не заезжали. Раньше они вообще по соседству с нами жили, представляете? Вот так вот, допустим, ихний дом был, и через огород был наш дом. И мы так весело жили, и одно время даже я распсиховалась, то, что они рядом по соседству живут, да. И такая думала, блин, когда же они переедут, или когда мы переедем, потому что они меня достали. Ну, потому что они прям по соседству жили, и каждый день к нам заходили. А когда родственники к ним приезжали, все родственники сразу тоже к нам заходили. И вот это меня капец как сильно бесило. А потом, когда вот действительно они переехали, да, и теперь скучно без них. Представляете? Оказывается, лучше жить рядом с родственниками. Так веселее и, как говорится, надежнее. Потому что они всегда за домом нашим присматривали, за Азалькой присматривали. И помогали всегда нам. Ну, короче, очень весело, дружно жили. Сейчас, конечно, я сожалею о том, что я так думала раньше. Бұл менің племенницам Камила. Ол, короче, балеруна біздің. Балетқа үйрей. Бір мәл келгенде бізге, весь балалар бірге ойнап жүрген троюродныйлар. Соны қазір мен сағардым да пирожки пішіргенмін. Пирожки бітін әлі бердім екен. Соны Камила үйгіріп келгенде, мне тоже пирожок дейді. Мен айтамын, тебе нельзя, ты же балеруна, мен айтамын. Балеруна пирожки не едят. Деген бұл өсігіп кетті барды. Такие же пирожки нашла, ты помнишь это? Как не помнишь? А что ты бросила балет? Ты же даже жертвовала, пирожки не ела. Тебе, значит, все равно нельзя есть пирожки, да? Эй, шунда өсекті ол. Ала көстеп те беріп қарай, машамалыла бар. Жоқ, ол бет ұмтылды. Короче, бұнда фәрізене мене бирамтенені қияр и баздарын астырға болдық. Баздар, оказывается, в спальне находится. Камила базға түшіп, Милеушейнеге қияр беремді. Камила, ты только лезешь. Біз не лезем, біз инхак можем застрять прямо там. Капроновой крышкой. Вот, молодец, Камила, давай сюда. Вот. Ой. Эй, бана, юк. Нижеп. Это эсехумнен эшләнгән. Хукуман эшләнгән кәрәк Эсехумнен безгә. эшләнгән дә сыгар, банда. Утыр сюда. Я кәрәкме? Был не. А какой бы? Как Капроновой крышкой. Капроновой крышкой. Это значит сделано холодной водой. А вот. Нашла? Да. Вот. Что-нибудь еще вкусное увидишь, тоже тащи. Варенье бар бында. Ой, молодец ты. Уже хукуман эшләнгән. Бана һәйбәт микән билмәйм зурга. 1,5 литровый да алһаң һәйбәтрәк, точно. Давай заново, дубль 3. Бана 1,5 литровой надо. Ты что, в школе не учишься, что ли? Не можешь разобраться, какой 1,5, какой этот 3-литровый. Еще одну вытащи нам. Давай, Хадр, все запасы вытаскивай, Камила. Я еду снимать швы на зубах, вот. Вот тут у меня вот швы снимать. Я не вижу толка. Это у меня вот тут, онемело, что с ним делать? С подбородком. Ну вот, нет, пока 3-й день такой же. А боль чувствуется? Да. Значит, просто затек. Да? Ну ладно. Короче, вот у меня сняли швы. Вот. Дородна утля и дородна ногу сняли швы. И то есть я только дуртайдан. Прикиньте. Ну, так хорошо стало, швы сняли. Конечно, вот это колет прямо. Азалия начала изучать китайский язык. У нее сегодня первый пробный урок. Мы ее забрали из города. И вот сразу же урок начался прямо в машине. Первый самый урок. Короче, одна моя подписчица увидела, что сторис мой увидела, где Азалия говорит, что хочет изучать китайский язык.
И вот написала мне. Она, оказывается, долгое время жила в Китае и преподает китайский язык. Че, как тебе учитель китайского языка? Хорошо. А, понравилось? Да. Че, начинаешь изучать китайский язык? Я уже к этому важному решению Азалии подготовилась. Вот купила специальную шапочку панду. Я уже готова к занятиям Азалии. Морально ее буду поддерживать, надевая эту шапочку. Это же символ Китая, шапка панда. Готовим пирожки с капустой. Потушили свежую капусту на сливочном масле, добавили соль и чуть-чуть сахара. И все. Тесто очень легкий. Короче говоря, все, что нашла в холодильнике: пракиши, сметана, хагамай, кефир, кукей. Ну, кукей свежий, конечно, соль, сахар. И все. Замесила тесто. Тесто, доктор, я нарезаю вот этим вот бокальчиком. Беру вот так вот шап. Вот такой маленький кружочек делаю. Шап. И вот такой вот, видите, я люблю маленькие пирожочки. Это даже не пирожочки, а вареники на масле жареные. И ведь мама на пельмени лепить дешевле. Почему мне пирожки не лепить? Ну, пирожки это не пельмени. Это большой пельмень. Окей. В смысле? Булда. Папам хаста. Рахать меня не дали. Мы просто сидим тупо, короче. Ты дурак. Горячий был. Говорила с ним всё. Спасибо, что хоть размазала. Ай, блин. А ты прибавился? Эй, соли мало же. Не то в капусте мало, не то в пирожке, непонятно. Соли нету. Как я так умудрилась, блин? Не надо такой, Ну, нет. стой, уберу. Нет, что не делай. Плюс своей стороны, где у них минус прицепляются. Образуются всякие вещества с диполиками воды. Ну, короче, с водой вещества. Ой, какой кошмар. Я так рада, что я школу закончила вообще. Ну, что у тебя тут? Ну, домой, сестряна, прикинь. Ну, тусовка. Не отходя от кассы. Стираем. Потому что если сейчас его жир не отмыть, потом он этот Нет, отрезал. не ототрется. Что за фигня? Она характер совершенно. Раньше, когда я приходила со школы, меня венералисы почти каждый день пирожки пекла. Вот из-за нее я стала толстушкой. Короче, недовольна своими пирожками. На этот раз соли мало, тесто май переборщила, доктор. Ну, пойдет. Тесто, варенье. Ой, шага. Капец жирные пирожки. Я был там. Ну, этих был со мной. Панкреатин наша. Имею конкретно. Еще один сожру, ладно, что-то с тобой. Пусть ты и невкусный, но ладно, я тебя съем. Говорила, ладно. Пусть я подавлюсь. Пусть я запью тебя панкреатином. Но я тебя съем.